ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 17:30. Арена Ледового дворца. В рамках чемпионата России по хоккею среди женщин «Арктик Университет» принимает гостей из Красноярска – команду «Бирюса». Для красноярских спортсменок эта встреча – шанс занять 4-е место. Так что еще до начала игры было ясно – матч будет напряженный. Команда опытная, сильная. Мы ее прекрасно знаем, но поделать пока ничего не можем. Наш юный школьный коллектив не может пока справиться с ним. Даже в этой игре мы не теряем чувство уверенности. Будем пытаться и эту игру вытянуть и победить в ней. С первых же секунд встречи обе команды ведут агрессивную игру. В середине первого периода удаляют защитника «Арктик» Кристину Варлакову. За жесткую атаку соперника она наказана дисциплинарным штрафом на 10 минут. Однако уже через несколько секунд ее возвращают на лед. Обладая численным преимуществом, «Бирюса» открыла счет. Всего за время первого и второго периодов «Бирюса» забивает в ворота местной команды 3 безответных шайбы. Гости сильны, но во время последней 20-минутки ухтинкам удается, казалось бы, невозможное. За 11 минут до конца игры Карина Верховцева приносит «Арктику» первую за сегодня шайбу. Уже через минуту ворота гостей атакует Фануза Кадирова. Однако Юлия Кошевая пытается ей помешать, при этом нарушая правила игры, за что и наказывается 2-минутным штрафом. Как только защитник «Бирюсы» возвращается на лед, Фанузе удается завершить задуманное. С передачи Иевы Петерсона она забивает шайбу. До конца игры чуть больше 2 минут. «Арктик» берет перерыв. Наставления тренера срабатывают, и Карина Верховцева забивает гол, тем самым сравнивая счет. 3-3. Именно с таким результатом оканчивается основное время. Судьи дают дополнительные 5 минут. Игроки обеих команд уже обессилены. И кажется, что исход игры решат лишь булиты. Но ухтинка Фануза Кадирова приносит «Арктику» победную 4-ю шайбу. Ухтинские хоккеистки смогли победить одну из самых сильных российских команд. Но расслабляться рано, им предстоит еще сыграть ответную встречу. И очевидно, что «Бирюса» попытается взять реванш.